Полы провалились, окна покосились. И это в действующем стационаре терапевтического корпуса Сысольской районной больницы. Здесь сейчас больше 3 десятков пациентов. Сами люди особо не жалуются. Коммунальные неудобства компенсирует заботливый медперсонал. Вопрос, можно сказать, уже и назревший, и перезревший, потому что уже в течение 10 лет вопрос поднимается точно. Вместе с тем состояние терапии и педиатрии, здание, в котором находится терапия и педиатрия, оно, конечно, с годами еще более ухудшается. Проведение капитального ремонта уже по заключению 2011 года, по-моему, нецелесообразно в этом здании, поскольку несущие конструкции сегодня изношены настолько, что восстановить их невозможно. Внутри корпуса ситуация не лучше. В больнице каждый год делают косметический ремонт, но понимают, это лишь временное решение проблемы. Между тем, здесь нет даже своего резервного фонда на случай коммунального ЧС. Внутри вот эти вот санитарные состояния мы, конечно, поддерживаем. То есть мы меняем линолеумы, мы красим, все это делаем, чтобы все нормы, они как бы соблюдались. Но сам скелет здания, он уже не подразумевает его эксплуатирование. То есть надо что-то новое строить. Потому что если получается ситуация возникнет такая, что по тем или иным причинам здание вот завтра не будет эксплуатироваться, вот этих как бы терапевтических больных, большая часть из которых на сегодняшний день это лежачие больные, детское отделение нам просто некуда размещать. Проект нового терапевтического корпуса на 80 коек подготовили еще в 2015-м. Тогда же он успешно прошел госэкспертизу. В декабре этого года срок годности документа истекает, а проект пока остается только на бумаге. По информации регионального Минздрава, выход нашли. На месте одного из законсервированных зданий. Здесь же, в местном больничном городке, предлагают возвести небольшой модульный корпус. Он обойдется в разы дешевле капитальной стройки. Впрочем, есть проблемы, которые можно решить куда быстрее и за меньшие деньги. Выручают народные проекты. В музее села Куратово этим летом построили беседку, небольшую сцену и навес для зрителей. На все ушло около 300 тысяч рублей. И это лишь начало больших обновлений. Теперь здесь мечтают о своем гостевом домике. Интересуются туристы. Многие хотят, например, если хорошая погода, остаться переночевать, вечером, например, какую-то программу, да, интересную. И вообще мечты, это, в мечтах много. Я, например, хочу, чтобы здесь вот возле музея когда-нибудь появился хоть маленький, но пруд, например, чтобы люди, кроме музея, еще где-то смогли погулять, побывать. В этом году в Сысольском районе реализовали 6 народных проектов. Это благоустройство, ремонт тротуаров, установка уличных тренажеров, замена окон, проведение народных праздников. Это правильный путь развития общественных инициатив. Абсолютно правильно работа выстроена здесь, в Сысольском районе. Приоритеты выстроены, и население само решает и выбирает, что в первую очередь, что во вторую. Власти Сысольского района уже готовы обсуждать с сельчанами новые народные проекты. Правда, бюджет следующего года пока не ясен, но в районной администрации намерены рассмотреть все народные инициативы. Виктория Палкина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сысольский район.